Makinelerini kaldırıp gidem deyip gitkenler. Bize sudarsan bulurun. Видно, судьба у них была такая. Аллахом все предписано. Уж коль суждено кому где жить, воды испить, то доберется до источника этого любыми путями. Судьба приведет. Бабушка Айни самая старая в нашем роду. Ей скоро 100. Прошлое она помнит гораздо лучше, чем события вчерашнего дня. Человеческая память избирательна. И слава Аллаху, что она помнит события давно минувших лет. Бабушка Айни – единственный живой свидетель того, что я воспринимала в детстве как сказку. Долгими зимними вечерами рассказывала она о людях нашего рода, покинувших Отечество в поисках лучшей доли. Я слушала. Чуть монотонно звучал ее голос, и то ли во сне, то ли наяву возникали образы. Наверное, угревшись, я засыпала, и видения навсегда входили в мою память, в мою душу. Прошли годы, десятилетия, прежде чем детское любопытство, полумифические воспоминания стали потребностью узнать истину. Поначалу идея найти свой потерянный род казалась бредовой, но она мучила, не давала покоя. Зов крови, жажда познаний, профессиональное любопытство журналиста, а может, страх. Уйдет бабушка Айни, и оборвется нить, связывающая два мира. И я уже никогда не познаю себя в близких мне людях. Но нужна ли я им? Хранит ли их память мою боль? Услышат ли их души мой зов? Узнать я это могла лишь по ту сторону Черного моря. Адрес сохранился благодаря единственному письму, пришедшему в Улянкуль в 1925 году. Родственники пытались установить связь с оставшимися в России и сообщали свой адрес. Турция, вилаят Кония, село Бюгледелик. Но за это письмо односельчане дорого поплатились. 3 семьи были арестованы и обвинены в шпионаже в пользу Турции. Связь оборвалась. На этих снимках затаилось время. От былых эпох сохранились лишь могилы предков, курганы чернозема да березовая роща, где тайком собирались летом 1908 года жители деревень Царналы, Куйгалы, Яланкуль, Улянкуль Тобольской губернии.
Здесь они впервые повстречались с миссионером Хаджи Рашидом Ибрагимовым. Разум отказывался верить в его предсказания. Ислам будет растоптан. На землю Сибири придет самый страшный враг – революция. Но 905 уже посеял смуту в сердцах правоверных. Русские уничтожат все святое, осквернят само имя Аллаха. Спасай веру, могилы близких мусульманин, спасай свой очаг, семью, а значит, уйди к единоверцам, укройся за железными законами исламского государства. Устами Хаджи Рашида позвала к себе Турция. Год размышлений стал годом боли и трагедий. Оставить нажитое многими поколениями, разорить гнездо, расстаться с кем-то из близких и уйти в неизвестность. Убраны хлеба, опустили поля, огороды, опустили дворы и дома. Около 300 семей снялись с места, едва лег санный путь. Несколько недель шли обозы до Омска. С трудом получив разрешение на погрузку, двинулись по железной дороге в сторону Одессы. Кто-то отстал дорогой, передумал, вернулся. Больных снимали с поезда на случайных полустанках. Умирали дети. Черное море встретило неласково. Остерегало ли, пыталась ли остановить, или обреченно прощалась с теми, кто уже навсегда покидал страну под названием Россия. Обретешь ли ты родину по ту сторону, мой беспокойный народ? Станет ли приглашение султана турецкого гарантом твоего счастья на чужой земле? الله Благословенна турецкая земля, воспета поэтами, вознесена в молитвах. К ней были обращены взоры беглецов из далекой холодной Сибири. Но шел уже 1910 год. Султана Абдельхамида, пригласившего сибиряков, уже не было в живых. Не обязан был новый султан Вахдуддин держать слово своего предшественника. И с обещанных плодородных земель Анатолии поредевшая сибирская деревня уходила все дальше и дальше вглубь страны. И только на землях древних сельджуков, минуя Конью, Джиханбейли, остановились татары и по велению султана основали деревню у подножия скал Бюгределик. Оставалось их к тому времени 60 семей. О всех потерях, трагедиях, о пролитых слезах и несбывшихся надеждах могли бы рассказать лишь те, что лежат под этими могильными камнями. Последняя из сибирских беженцев умерла в 1910
1891 году. Ничем не объяснима генетическая память. Есть в татарском языке старинное слово «мамлякат» – «отчизна». Это было первое, что я услышала, едва попала в объятия своих соплеменников. Ты приехала с Мемляката, сестра. Велик Аллах. Он услышал наши молитвы. И мы увидели тот день, о котором мечтали и плакали наши матери и отцы. Мы встречаем тебя, сестра, на нашей земле. Біздің татарларда Түркияға келгендер, соғыс біткеннен соң, Аны алмаққа Украинадан әшер. қорғып Россияға қайтынан бияқты келгендер. Антайында жоқ ма сіздің? Бар. Алта yok. Altta yok. Buna ondan Salih'ta var, Manisa'da var bir kişi, İstanbul'da var. Они говорили не на чужом языке. Звучал мой родной сибирский говор. Только был он чуть-чуть странный. Так говорила моя бабушка Айни. Я среди своих. Благодарю тебя, Всевышний. Ты милостив к нам. А затем была торжественная служба в мечети во славу того, что гяуры не погубили наши души, не сделали нас отступниками от истинной веры. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله Mana endi mamlakat deb aytamiz biz. Allohlarımızdan qalgan söz mamlakat deganimiz endi bir Мы строго соблюдаем законы шариата. ondan Женщины ходят с покрытой головой, чтят мужчин и старших. В мечети и дома обязательно читаем намазы. Справляем религиозные праздники. В деревне отсутствует спиртное. За слушание изгоняем из села. Вот только государством запрещено читать проповеди на татарском языке. И в школе учат только на турецком. Но после начальной школы, перейдя в колледж, наши дети изучают английский. В Игорделике стало традицией. Молодежь, создав семью, уезжает в Данию на заработки,